Ты создавал. готова к критике? Критика будет или не будет? Критика будет. Я принимаю. принимаю критику. Я, конечно, не люблю. Нам всем хочется быть всегда хорошими, всем нравится. Но вот этот период прошел у меня, когда, кстати, в театр я пришла. До этого как-то мне казалось, что как бы я все делаю для того, чтобы для татарского народа, для татарского мира, и ничего такого. И тут вот случилась вот эта лаборатория. Ты смотришь современные постановки? Ой, я как-то ходила в Москве в театр Райкина и смотрела «Ромео и Джульетту». Да, современная постановка, актеры катались на роликах и читали Шекспира. Ничего себе, тебе понравилось? Ну, они очень профессионально катались. Ну, а как ты думаешь, в нашем татарском театре нужны такие эксперименты? Это очень большой вопрос. Айсылу Лерон, телерадиоведущая. Лейла Лерон, блогер, инстаграм-обозреватель. Беседует о современном театральном искусстве с директором Казанского татарского театра юного зрителя имени Кариева Гузель Сагитовой. Приехала в Казань, вроде как за мечтой грезила телевидением, ты попал на телевидение, но сейчас ты появляешься на экранах только в качестве гостя программы. Нет ли желания вернуться каким-то, может быть, своим проектом? Знаешь, Айсылу, пока об этом не думаю, об этом думать времени нет. Интуитивно вот как-то я чувствую, что, может, и вернусь когда-нибудь, в каком качестве, я не знаю, может, на самом деле авторская какая-то программа будет. С другой стороны, как будто этот этап уже прошел, вот как будто мне даже уже не интересно, мне может более интересно будет давать интервью. В театр, да? Гузель Сагитова, редактор и ведущая программ телеканала ТНВ, основатель творческого объединения «Колеб», кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Казанской государственной консерватории имени Жиганова, директор Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Ты отдалась полностью театру, и вот сейчас Я как когда руководитель работала там... на телевидении, я не говорю, что я полноценно отдавалась только телевидению. Когда вот я проработала 5 лет, мне уже стало не хватать. Я была такой наполненной внутри. Вот после того, как написала диссертацию, может, не знаю, столько читала, столько книг, и мне хотелось передать вот этот опыт, знания уже студентам, хотелось преподавать. Так я начала преподавать в консерватории татарский язык, но там очень было мало часов, и в неделю 2 раза всего. Мне даже этого не хватало. И тогда вот мы придумали литературный клуб, назывался как раз там «Колеб». Я приглашала своих друзей, поэтов, композиторов, тогда Эльмир Низамов, еще его только в консерватории знали, и мы все время дискуссии вели, и однажды подумали, вот надо все-таки нам площадку создать, такую площадку современную, чтобы она современного искусства, может быть, чтобы мы знали друг друга, потому что говорили, поэты говорили, нет композиторов, композиторы говорили, нет поэтов, а на самом деле и те, и всех я их знаю. И вот это воссоединение как раз произошло и в «Колеб». Чем живет сегодня «Колеб»? Мы активно вот сейчас, на данный момент, как раз записываем аудиокнигу. Это «Голос 21 века», называется аудиокнига, но голос только молодых людей. Вот когда слышишь голос Маяковского, голос Есенина, Сибгата Хакима, Хасана Туфана, это, конечно, поражает, как будто голос той эпохи. Ну, это, конечно, здорово, но Сибгат Хаким, когда записывали его голос, например, уже был знаменитым человеком, да? И я тоже. уверена, что вот эти люди, кого мы записываем сейчас, пусть не все, но они останутся в истории.
Если говорить про театр и про зрителя, юного зрителя, молодого зрителя, чем отличается этот зритель от зрелого зрителя? Мне кажется, зритель, юный зритель старшего поколения, не может быть такого деления, но для меня, по крайней мере. Есть зритель открытый, есть зритель немного консервативный. Жадичилер, кадимчилер деп айтабыз енді татарша. Это зависит от восприятия мира, от мышления, от начитанности, насмотренности. 30 спектаклей на сегодняшний день в репертуаре — это много или мало? Это нормально. Это дело не в количестве, дело в качестве. Поэтому для татарского театра юного зрителя это нормально. Приезжала башкирская труппа молодежного театра из Башкортостана. Они ставили 8 спектаклей и только 2 на башкирском языке. То есть башкирская труппа ставила только 2 спектакля на башкирском языке. Но вы понимаете почему? Потому что сейчас юного зрителя именно привести на национальное, это и в Чувашии так. Там для юных зрителей уже давно, говорят, мы не ставим. Даже в деревне выезжаем, уже на русском языке спектакли показываем. То есть вот это такая, наверное, драма наша общая, да, современности. И сейчас собирать юного зрителя это, конечно, сложно, но мы не поддаемся, мы все-таки любыми путями стремимся только играть на татарском языке. Давай поговорим о премьере спектакля «Туман», который будет совсем скоро уже в Малом зале Камаловского театра. Ты как автор пьесы переживаешь, конечно же, волнуешься. Больше за что? За реакцию зрителей переживаешь или за игру актеров? Вот я уже начала волноваться, потому что я очень переживаю на самом деле и стараюсь об этом даже серьезно не думать. Ты готова к критике? Критика будет или не будет? Критика будет. Я принимаю критику. Я, конечно, не люблю. Нам всем хочется быть всегда хорошими, всем нравится. Но вот этот период прошел у меня, когда, кстати, в театр я пришла. До этого как-то мне казалось, что как бы я все делаю для того, чтобы для татарского народа, для татарского мира, и ничего такого. И тут вот случилась вот эта лаборатория, и я поняла, что, оказывается, это каждый раз это надо доказывать. А вот одна ошибка, все вычеркивается, вся твоя как бы... Все старания обнуляются. Да, обнуляются. Я принимаю конструктивную критику, я прислушиваюсь, но когда критика вот... Ради критики, ради того, чтобы, может, даже попиариться за чужой счет. Вот это я терпеть не могу. Я человек милый, добрый, но когда вот это несправедливо начинают очернять, вот тогда я становлюсь злой. Тогда уже меня вы можете не узнать. Хорошо, что предупредили. Вдруг будет такая возможность работать за границей, может быть, в столице у нас, в Москве. Ты бы переехал, есть такая вероятность того, что ты соберешь чемоданы и рванешь? Знаете, просто я уже один раз это сделала. То есть я сначала для себя в кавычках завоевала Уфу, то есть там закончила аспирантуру, вот из деревни приехать и 9 лет жить в общежитии, до сих пор мне снится это общежитие. Потом жила вот эта неустроенность, все-таки безденежье, да, в Казани много лет, съемные квартиры. Для себя, но может это кажется, что я такой, все легко мне далось. На самом деле для себя я очень сложный и долгий путь прошла. И сейчас я бы для личных перспектив не смогла бы. А вот просто у меня муж ветеринарный врач и довольно хороший, говорят, я сама не разбираюсь. Иногда поступают какие-то предложения, и если вот он активно вот скажет, вот это такое предложение, это моя мечта, и загорится, я, наверное, как бы последую, как жена мужа. Если мы уже заговорили про столицу, да, России, про Европу, вы опыт перенимаете, вот эти все современного искусства оттуда?
ходите ли на постановки, смотрите ли, разбираете? Когда-то когда еще Маданет работала, да, и Калеб мы делали, конечно, я очень много смотрела. Выезжать не всегда удавалось, как бы это, как бы финансово все-таки, да, старалась смотреть, читать активно, но в какой-то момент, вот вначале мы говорили, она полностью, я опустошилась. Все-таки надо было и в Калеб успевать, и на телевидении, и в консерватории. И вот это, когда опустошенность пришла, я как-то автоматически, это и замужеством, наверное, связано, отстранилась. И вот сейчас, наверное, я наверстываю упущенное все-таки. И сейчас и ребенок взрослеет, скоро 1,5 года, и в ноябре у меня вот запланированы поездки в Петербург, и я хочу и в Красноярский ТЮЗ вот хочется съездить, потому что один из таких сильных, интересных и сильных, да, ТЮЗов в России.